Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Уважаемые коллеги, откликнитесь в чате, как нас слышно, видно. Марина Викторовна, здравствуйте. Да, здравствуйте, вас очень хорошо слышно, видно, рабочий стол тоже видно. Коллеги в чате, поставьте плюсики, как нас слышно, видно. Мы начинаем вебинар по работе в подсистеме «Одаренный ребенок. Государственная информационная система электронное образование». Проводит вебинар Бекетова Марина Викторовна. Это специалист зала РТ город Самара, разработчик этой системы. Я ей предоставляю слово. Мы начинаем. Здравствуйте, коллеги. Сегодня я вам хочу рассказать о подсистеме «Одаренные дети», которая предназначена для автоматизации учета и актуализации информации об одаренных детях. Одаренному ребенку можно указать мероприятия, в которых он участвует, и указать его достижения. Там, где стоит этот модуль, у некоторых пользователей можно добавить признак. На уровне управления образованием это будет координатор одаренных детей. А на уровне школы это может быть сам ребенок, у которого указан такой признак. И куратор одаренных детей. Одному куратору может быть назначено несколько детей. Он может курировать несколько детей. Сейчас система откроется. Вот. Те пользователи, у которых подключен вот этот модуль и которые назначены куратором одаренных детей, у них вот появляется вот такая вкладочка «Одаренные дети». Кто может указать ребенку такой признак «Одаренные дети»? Ну и, соответственно, сотруднику такую вот роль еще задать дополнительную. Это может сделать администратор, завуч, классный руководитель, то есть любой пользователь, у которого есть право редактировать личные карточки детей. Ну, естественно, классный руководитель это может сделать только для детей своего класса. Где это можно указать? В личной карточке ученика и в личной карточке сотрудника указывается, что ученик является одаренным ребенком, такой признак, а у сотрудника, что он является куратором одаренных детей. Ну вот, берем ребенка. В разделе «Дополнительная информация», да, вы видите, что вот здесь вот теперь есть документы, личные достижения, контактная информация, то есть разделов несколько прибавилось. И вот здесь внизу появилось такое поле, которое называется «Одаренный ребенок». У тех детей, которых мы считаем одаренными детьми, которые не относятся к ним, мы ставим «Да». И тогда этот ребенок, он тоже, соответственно, в своей карточке может увидеть, ну, у него немножко не такой будет интерфейс, он может увидеть мероприятия, в которых он участвовал, и увидеть свои достижения в этих мероприятиях. И эти же достижения можно увидеть в личной карточке ребенка в разделе «Личные достижения». Вот эти вот личные достижения вносит туда куратор, ну, то есть это места, которые занимал ребенок, занимал
ребенок в мероприятиях, в которых он участвовал. Там какие-то олимпиады, соревнования, ну и так далее. То есть любые, которые добавлены либо самим куратором, либо координатором мероприятий на уровне управления образованием. У сотрудников, где указывается такой признак, сотрудники. Ну, указать это можно у любого сотрудника. У меня уже указано это у админа. Ну, в принципе, можно у любого назначить сотрудника. Вот админ. Входим в его учетную запись. Ну, или в любого другого сотрудника. Куратором назначить сотрудника может как администратор системы, ну, пользователь с админскими правами, который может редактировать учетные карточки сотрудников, так и координатор на уровне управления образованием. Это тоже раздел находится в дополнительной информации. И вот здесь появилось такое поле у всех пользователей, которое называется «Куратор одаренных детей». И тоже выбирается такой признак «Да», если данный сотрудник является куратором одаренных детей. И сохраняется, естественно. Ну, поскольку я уже вошла таким сотрудником, поэтому я вижу вот такую вкладку в меню «Одаренные дети». Ну и начнем с интерфейса куратора. Что он может? В этой вкладке «Одаренные дети» вообще сам модуль не очень большой и несложный. Значит, что может куратор? Он может просмотреть общий план мероприятий, которые созданы на уровне управления образования координатором. Ну, он может выбрать учебный год, любой. У меня тут на тестовом стенде стоит год вот такой вот не новый, ну, только потому, что на тестовых стендах школы не переводили там в какие-то далекие годы. И вот он, видите, у меня в 14-м текущий, здесь 14-15, поэтому я выбрала и здесь год 14-15, но в принципе мы можем выбрать, то есть какие-то школы есть уже в 17 году, мы можем выбрать любые мероприятия, если они там есть. Ну, наверное, нет, там в 16 году никаких не было. Ну вот, в 15-м есть что-то. И здесь же можно посмотреть, я вернусь все-таки в 14, здесь же можно посмотреть участников этих мероприятий. Ну, раз год 14, то, скорее всего, эти мероприятия уже прошли. В табличке указана дата проведения, само мероприятие, его тип, уровень, организатор этого мероприятия и место проведения. Если мы вот таким вот образом выделяем мероприятие, нажав на кнопку «Участники», можем посмотреть участников. Вот видим, что на данное мероприятие был направлен Авдеенко Егор, ученик как раз вот этой 120-й школы. Значит, вот эти мероприятия у нас куратором одаренных детей, которые у нас на уровне школы находятся, сотрудником школы является, он их редактировать никак не может, он может только просмотреть. Может просмотреть вот само мероприятие, участников, как оно называется. Но он может создать личные мероприятия и может посмотреть всех своих подопечных детей и указать им результаты участия в каких-то мероприятиях. Подопечные дети, вот он выбирает. И личные достижения пока можно указать. Вот здесь есть кнопочки «Редактировать», или если это по ошибке введены были какие-то результаты, то их можно отсюда удалить и по новой добавить. Итог.
Например, указываем с вами итог. Ну, пускай будет победитель. Место первое. Ну, особых отметок можно не писать. Титул победитель, место первое. Ну, а тут, например, мы неправильно указали. Надо, например, место второе указать. Призер, место второе. То есть все редактируется. И эти результаты будут видны в карточке ребенка. И сам ребенок их увидит координатор с уровня управления образования, сам куратор может увидеть. И также увидит завуч в школе. Эти достижения у него будут в личных достижениях. Вот, кроме этого, можно просмотреть портфолио каждого ребенка, то есть вот сам куратор может просмотреть портфолио ребенка, если это портфолио ребенком создано. Это личный портфолио. Ну вот в данном случае, видите, в портфолио какой-то один документ лежит, я его не буду открывать, предполагаю, что это какой-то тестовый документ, который сам ребенок прикрепил. Это, возможно, это скан грамоты там, или фотография какой-то, медаль золотой, если соревнования какие-то были. Ну, то есть для любого. Вот, а у тех, у кого нет портфолио, у тех учеников, у него вот такая вот надпись будет, что портфолио не создан. И личные мероприятия, которые можно просмотреть. Вот если мы откроем вот эту страничку «Личные мероприятия», то здесь все мероприятия отображаются, а те мероприятия, которые личные, которые сам куратор создал, они отображаются желтым. Если вы посмотрите на экран, то видно, что вот одно из этих мероприятий желтое. То есть вот это мероприятие личное, а все остальные мероприятия были созданы координатором управления образованием. Личные мероприятия видны только самому этому куратору, то есть он сам их может создать. Ну, например, нажимаем кнопочку «Добавить» и наименование этого мероприятия пишем. Ну, там, по лыжам, например. Тип выбираем соревнования, уровень, ну, пускай школьный будет. Хотя мы можем указать вот здесь любой уровень, но это все равно личное мероприятие. То есть сам куратор, он может быть, маловероятно, конечно, но он может быть организатором какого-то мероприятия такого более большого масштаба, чем школьного. Форма участия, допустим, индивидуальная. Вид посещения очное, организатор, ну там какой-нибудь учитель физкультуры, фамилия Иванов. Если система находит какие-то совпадения по фамилиям, то сотрудников данной организации, то она подгрузит, если мы три буквки угадаем, ну или впишем правильно, то система подгрузит список сотрудников с такими фамилиями, мы сможем выбрать. Ну вот в этой школе, видно, сотрудников Иванов нету. Ну, я не помню, какие там были сотрудники, поэтому вписываю просто так. Ну, может, это родитель какой-нибудь. Место проведения. Стадион, например. Школы. 120. Если мероприятие проходит в течение нескольких дней, то мы можем указать дату начала этого мероприятия и дату окончания.
Если в один день проходит, то мы можем не указывать дату окончания, система сама впишет эту же дату вот сюда. Мы можем сохранить. Все обязательные поля мы заполнили. Вот, это личное мероприятие, вот оно у нас здесь. Теперь мы можем назначить участников на это мероприятие. Для этого мы его выделяем, не щелкаем вот по самому соревнованию, а вот выделяем его, чтобы оно стало таким более синим. И назначаем участников. Ну, допустим, я из своих подопечных буду выбирать. Добавим. Выходит список, ну, допустим, вот Денька сюда добавлю, сохраняю. Если уже известны результаты, если это уже прошло мероприятие, то можем сразу выставить итоги участия, результаты. Если оно еще не прошло, то оставляем так, как есть, потом отредактируем его. Еще одного участника добавим. Ну, вот таким образом можно на мероприятие назначить сколько угодно участников. Если мы у данного ученика после прошедшего мероприятия хотим выставить итог, то мы возвращаемся сюда, на эту страничку, выбираем «Редактировать». Пускай будет сертификат участника, без места. Ну и этому можем добавить сертификат участника. Ну вот, собственно, все, что может сделать куратор одаренных детей, который является сотрудником какой-то школы. Так, теперь координатор. С уровня управления образованием. Его добавляет администратор управления образованием. Ну, человек, у которого есть админские права. Добавлять пользователя может. При добавлении такого сотрудника, там у него указывается фамилия, имя, отчество и указывается должность координатор. А также назначается роль пользователя в системе. Вот, координатор одаренных детей. И сохраняем. То есть такой признак у человека, который будет координатором вот этой работы, указывается на уровне управления образованием. Ну, собственно, уже больше мне отсюда не надо ничего. Заходим этим координатором. Координатор. Тоже у него есть такая вкладочка «Одаренные дети», где он может просмотреть кураторов одаренных детей или назначить новых кураторов. Например, выбираем какую-то образовательную организацию, если он хочет добавить кого-либо куратором одаренных детей. Можно сколько-то символов ввести. Он-то знает всех кураторов. Тут нету Ивановых. Ну, можно в другой школе поискать. Где-нибудь есть. Может, тоже нет.
Ну, принцип понятен. Я сейчас не помню просто фамилии, которые там у меня есть, но вот таким вот образом они добавляются. Если мы выделяем вот этого куратора, которого мы только что назначили, ну, если надо, его можно удалить, можно добавить другого, и этот же координатор уровня управления образованием может назначить ему подопечных детей. Хотя, еще раз повторюсь, ему может назначить их и администратор там, или завуч той организации, где работает этот сотрудник. Ну и можем куратора переназначить. То есть вот Абрамову Максиму можно назначить какого-то другого куратора. Или удалить назначение. Можно выбрать здесь любого другого куратора и отредактировать его. Тоже удалить можно, если он лишний. Ну или вот назначить. Список одаренных детей можно вывести и просмотреть их личные достижения, если надо, портфолио, если они у них есть. У кого тут был? Ну вот, у кого есть портфолио, у того оно будет. У кого нет портфолио, то вот такая вот будет пустой раздел, пустые разделы все появятся. Ну, понятно будет, что ребенок не делал свой портфолио. Также можно личные достижения посмотреть данного ребенка. Ну, вы помните, интерфейс такой же, как у куратора. Куратор тоже видел те же достижения. И можно добавить еще какие-то достижения, если выбрать какие-то другие мероприятия. И теперь к самим мероприятиям. То есть с одаренными детьми может работать как куратор на уровне управления образованием, если он владеет этой информацией. Если нет, то он увидит все, что сделает куратор в образовательной организации. Либо координатор сам указывает им их достижения. Ну, например, если это регионального уровня какой-то. Ну, чаще всего куратор все равно знает об этих достижениях и тоже может добавить их своим подопечным. Мероприятия. Вот здесь, на этой страничке, координатор управления образования создает мероприятие. Выбирается год и нажимается кнопочка «Добавить», в каком году он их создает. Мы можем создать в 2017 году, там, в 2016 году. Ну, в 2017 сейчас во всех школах открыто это, ну, только на тестовом стенде у меня открыто. Нажимаем, например, «Добавить». И также добавляем какой-то, ну, там, не знаю, спортивное соревнование тоже добавим. Здесь уже мы можем любой уровень выбрать. Вряд ли координатор управления образованием будет школьные мероприятия здесь создавать. Поэтому, наверное, ну, просто меню здесь общее для всех, и для координатора, и для куратора. Ну, он, скорее всего, будет какие-то указывать международный уровень, всероссийский, региональный и муниципальный. Может, окружной. Год опять также выбираем и указываем дату. И пускай у нас летняя будет дата. И
И теперь вот это мероприятие может увидеть и куратор, и ребенок, если ребенка назначили участником этого мероприятия. Участником этого мероприятия может назначить как куратор одаренных детей, так и сам координатор. Вот он. Таким вот образом может назначить участников. И вот эти фильтры, они нужны для сортировки. Если уже участники есть и результаты есть, то можно вывести, например, всех победителей, всех призеров, всех дипломантов и так далее из определенных школ или из всех школ. Ну, пока мы только что его создали, поэтому мы просто можем добавить участников. Организацию надо выбрать сначала. 120. Так, у меня тут был назначен Авдеенко в этой школе. Пардон, школа не в этом году. Не помню я опять фамилии. Тут еще есть. Ну вот сюда выбирать можно только тех детей, у которых стоит признак одаренные дети. Просто детей, которые вот в этом лицее находятся, мы добавить не можем. Только вот те, у которых признак одаренные дети есть. Ну, можно в школу зайти будет добавить. А если мы зайдем в любой другой год, так, ну, например, вот так, 120 было. Кого мы там добавляем? Авдеенко. Вот. Авдеенко. Егор. Вот он первый стоит. Добавили. И если мы знаем результаты уже участия этого ребенка, то мы можем ему указать, что он там вот в этих соревнованиях, там, или что это у нас такое было, бег на коротких дистанциях, да, в соревновании занял какое-то место. Можно в примечаниях что-то написать. Там, если хотим отредактировать, то в команде. Там, в командном зачете. И вот таким вот образом мы добавляем участников на выбранное, то есть выделяем участников. Если ошибочно ввели какое-то мероприятие, можем его удалить. И потом можем искать, используя вот эти фильтры, там используя место проведения, организаторов, можем искать, выбирать эти мероприятия по типам, там выбрать все соревнования любого уровня.
или только какого-то определенного, муниципального, или только регионального. Нет регионального, всероссийского тоже нет. Ну вот какие есть, какие ввели, такие нам система и сортирует. Вот, собственно, это все, что может координатор одаренных детей. Ну и теперь смотрим интерфейс, который у ребенка. Что будет видеть ребенок? Так, вот сейчас не пугайтесь, на этом стенде, на тестовом, у нас обновление поставлено, в котором несколько изменился интерфейс ребенка и родителя, то есть они будут видеть вот таким вот образом. Ну, нас вот сейчас, вот в данный момент, относительно этого модуля, нас это не очень интересует, нас интересует только вот этот раздел. Это личный план мероприятий и личный портфолио. Ну, портфолио проектов это создает сам ребенок. Личный план мероприятий, он бывает только у тех, у кого стоит статус одаренные дети и кого назначили участником какого-либо мероприятия. Неважно, кто назначил, координатор управления образования, либо куратор, ну, например, завершенные. Вот. Но предстоящих мы не назначали, а завершенных вот у нас много. И здесь вот результаты участия есть у каждого ребенка. Личный портфолио – это тот портфолио, который ребенок сам создает себе. Сюда результаты его участия он здесь не увидит. Они будут видны только вот на этой страничке, в личном плане мероприятий. Здесь показаны только мероприятия, участником которых он являлся или является. Соревнования. И результаты участия вот здесь отображаются. Ну а портфолио проектов, это тоже портфолио проектов, это ничего нового тут нет. Их может создать проект для всех и включить туда не только одаренный ребенок. То есть вот эти вот два пункта, личный портфолио и портфолио проектов, они есть и были и раньше в системе, и сейчас есть. Независимо от модуля одаренные дети, они в системе всегда есть. Кроме того, все его достижения вот этого ребенка сможет увидеть куратор, ну или администратор, завуч может увидеть, если выберет. Нет, как? Нет, куда же они у нас делись? Ну сейчас назначим. Так, значит, одаренные дети. Зеленко Егор назначить куратора. А вот админ у него куратор назначен уже. Не тот. Снова надо выйти и зайти, чтобы увидеть курирование детей.
Ну вот, появились. Значит, вот эти вот дети, это все, кого курирует данный пользователь, в котором мы вошли, у которого мы выставили признак одаренные дети. Ну и, собственно, он может выставить в любом мероприятии, указать личные выделили, указать личные достижения в любых соревнованиях. Добавились его достижения. У самого ребенка эти достижения тоже отобразятся в его личной карточке. Ну, собственно, вот весь модуль. Резюмируем. Значит, указываю, что надо сделать, чтобы работать с этим модулем. Первое. Администратор, либо завуч, либо классный руководитель указывает тем детям, которым это положено, признак одаренный ребенок, ставит «да» в его личной карточке. Тот же администратор ставит признак куратор одаренных детей любому сотруднику. Также может назначить этого куратора одаренных детей координатор управления образованием. Далее. Координатор образовательного управления образования может прикрепить ребенка к куратору, ну или куратора к ребенку. И этот же координатор управления образования может назначать мероприятия не школьного, а там более высокого уровня. Эти мероприятия будут общие, их будут видеть все кураторы одаренных детей во всех школах, подотчетных данному управлению образованием. Куратор одаренных детей тоже видит эти мероприятия, может добавлять участников на эти мероприятия, так же, собственно, как и координатор управления образованием. То есть они оба могут добавлять участников на мероприятие. И, кроме того, куратор одаренных детей может создавать свои личные мероприятия, там, например, школьного уровня, на которые тоже может назначать участников. Далее, по результатам проведения этих мероприятий куратор управления образованием или куратор одаренных детей или координатор управления образованием оба могут выставить достижения ученику. Ученик в личных достижениях, который является одаренным ребенком, у себя эти достижения увидит в результатах, ну вот, собственно, вот в этой табличке, в личном плане мероприятий. А завуч увидит, и классный руководитель увидит эти достижения в личной карточке ученика в разделе «Личные достижения». Ну вот, если мы будем смотреть на этом уровне. Сейчас долго грузится. Вот у ребенка есть раздел «Личные достижения», где все его достижения видны. Вот мы сейчас наставили ему достижения, и были какие-то достижения, вот они тут все есть. Далее, на уровне школы есть отчеты по одаренным детям. Это вот отчет «Одаренные дети» и отчет по личным достижениям одаренных детей. Сформировать, можем его сформировать. Вот. Все наши одаренные дети, кто его куратор, должность. Список одаренных детей выводится данной школы, если мы на уровне школы делаем.
Ну и в достижениях, соответственно, тоже. Можем все поставить галочки. Если нам надо вывести только победителей, только призеров, мы выбираем вот таким образом. Если всех, дату надо выбрать. Ну, пускай вот так будет. Ну, естественно, в школе это в пределах года только одного можно сделать. Школьных, значит, мероприятий мы не планировали, но есть вот, по-моему, муниципальный был уровень. Да, вот муниципальный был уровень, региональный был уровень. Ну, спортивный спорт. Нормально. Ну, тут не угадали. На региональном, значит, не было. Ну, вот таким образом, используя вот эти фильтры, можно выбрать, сформировать отчеты. Ну, собственно, отчет сами вы видели. То же самое, такие же отчеты, ну, не такие, там немножечко, можно получить на уровне управления образованием. Там тоже есть отчеты по одаренным детям. Где-то они были. Вот они. Во-первых, организация, осуществляющая работу с одаренными детьми. Здесь появился такой отчет. Ну, то есть это все школы или все организации дополнительного образования. Модуль только там есть, в садиках его нет. В которых есть одаренные дети, где детям поставлен такой признак. Ну, выберем другой год. Вот школу вывелись. Где есть одаренные дети. Кураторы одаренных детей. Можно тоже по департаментам, по муниципалитетам формировать такой отчет. Вот все, кто назначены куратором. Сами одаренные дети. Список одаренных детей. Ну, он такой же, как в школе. Ничего нового. Год опять. Вот список этих детей, где учатся, фамилия, направленность, куратор и должность этого ученика. И последний отчет по одаренным детям, это отчет по личным достижениям. Тоже выбираем там год какой-то. За весь год, например, берем уровень региональный, соревнования. Ну, пусть там нужны нам будут только победители, призеры. Не оказалось. Ну, может, муниципального есть победители, призеры, наверное. Вот, да. Значит, там, где есть какие-то победители, вот они все выводятся в отчет. Когда проводилось мероприятие, наименование, кто проводил, где учится талантливый ребенок, фамилия его, в каком классе, его куратор и результаты участия. Если бы мы в особой отметке ничего не писали, но если кто-то вот писал, то здесь вот эти особые отметки все отобразятся. Ну вот, собственно, все по этому модулю. Вопросы? Марина Викторовна, есть много вопросов, чтобы нам чат не листать, я бы как бы выбрал. Координатор должен быть назначен в управлении образованием.
Ну, может, и в министерстве быть назначен. Это уровень-то все равно управление образованием. Алло, меня слышно? Да, Марина, слышно. а кто считается одаренным ребенком? Этого я не знаю. То есть, Кого у нас президент если считает? ребенок участвовал в каких-то мероприятиях, он уже считается одаренным. Ну, Наверное, раз там да. Нет, у нас какие-то положения, наверное, есть по тем детям, кого считать, кого не считать. Талантливых детей-то у в нас школе много. должно быть положение. Да. Второе, кто может быть куратором? Если это спортивные Кто соревнования, это угодно. может быть учитель физкультуры или все-таки Может быть, учитель физкультуры куратором, да. классный Если он его руководитель? готовит, ну, может и классный руководитель Опять быть. же, Может, это вообще быть какой-то человек один, ну, который отвечает вот за этих вот одаренных детей, и он их всех курирует. Собственно, его кураторство заключается только в том, чтобы указывать им достижения и назначать их участниками на мероприятии. Он не обязательно должен быть его тренером там или учителем, который готовит этого ребенка к Олимпиаде. хорошо, ладно. То есть это тоже должно быть, То есть любой сотрудник школы решает сама, кто это будет может куратором. быть прописано опять же в положении. Дело в том, что Да, у нас дети участвуют сейчас во многих олимпиадах, взять дистанционных, взять тот же КИТ и ему подобные, там практически полшколы участвует, 300-400 человек может. Нет, я не думаю, что всех этих детей надо вот в одаренные считать одаренными. Одаренные это, по-моему, особо талантливые как какие-то, о которых говорит президент, что их надо поддерживать. У нас же поддерживаются не все дети, Ага. а сильно-сильно То есть все-таки талантливые. вот этих детей, которые, ну тогда у них как бы портфолио личных достижений будет. Ну пусть они, да, портфолио, личный портфолио вообще любой ребенок может себе сформировать, вот любой. Ясно. Я думаю, надо поискать какие-то документы вот такого уровня российского Ага. по одаренным детям, кого считать одаренными детьми, там, что, каким они критериям должны быть. Хорошо. Следующий вопрос. Если все-таки мы решим добавлять детей, которые участвуют во всех олимпиадах, в том числе и дистанционно, Пожалуйста, будет ли возможность, будет ли доработка, чтобы добавлять списком, а не так, как сейчас по одному ребенку, как я увидел? То есть мы добавляем. пока вот по одному, пока не востребовано было, если То такая есть потребность заявочку будет, такую можно, можете если заявку, возникнет. да. Следующий вопрос. Да. Можно ли создать справочник вот уже стандартных мероприятий на уровне там республики, предположим? Ну, Ну вот тут в системе есть справочник, собственно, дополнить его, если еще какие-то есть мероприятия. Дополнить справочник я не не увидел, трудно. как добавить мероприятие из справочника. То есть там нет. Нет, такого справочника нет. Это надо разработчикам говорить, они сами добавят все мероприятия. То есть справочник не редактируемый. Чтобы Он была встроенный. стрелочка, нажал и выбрал. Олимпиада там по информатике. Всероссийский там муниципальный этап Всероссийской Олимпиады по информатике. Нет. Мероприятие, оно и так вот, и так уже, вот если мы добавляем, то вот здесь вы пишете все, что хотите. Олимпиада по информатике. Чтобы там было по стрелочке, и мы выбрали мероприятие. Или там набрали атрибутки. Нет, таких мероприятий очень много будет. Это такой справочник. Все равно стандартный набор мероприятий, которые. Ну их пишите от руки. Все-таки от руки, да? А то школы могут. Ну, лучше от руки. Смотрите, А вот каждый предмет тоже от руки. Каждый муниципалитет будет вписывать по-своему. Там кто-то напишет муниципальный этап Олимпиады по информатике, кто-то напишет информатика муниципальный этап. То есть вот такой разнобой будет. Хотелось бы. Зачем? Наименование мероприятия, это вот вы сами говорите, Олимпиада по информатике. То есть вот здесь вы пишете Олимпиада по информатике, тип ее выбирайте, Олимпиада. Справочник встроенный только Но вот на самом типов. деле она называется не Олимпиада по информатике, она называется Всероссийская Олимпиада школьников, там школьный уровень, муниципальный уровень, региональный уровень. Вот ее полное название. Ну это же координатор управления образованием пишет, он же знает, как писать. Хорошо. Ну, то есть
реально сделать, если мы подготовим шаблон вот этих мероприятий, сделать справочники, чтобы они выбирались? Ну, Ну, это что-то анализировать и смотреть надо. Система, она же такая универсальная, она же не только под ваш регион, а в других регионах вдруг слова местами меняются и... для нашего региона реально такое сделать? Не знаю. У нас система универсальная, и как-то для отдельного региона... Она-то установлена на наших серверах, я думаю, значит, можно, Ну, может, наверное. и можно. Ладно, уточним. Делайте заявочку, мы проанализируем. Хорошо. Если координатор или куратор исправляют в мероприятиях достижения ребенка, в его карточке это исправляется Да, автоматически. Это Хорошо. все автоматически видят. Смотрите, модуль работает для школ и для доп. Образования. В доп. Образовании он тоже есть. Каким образом будет проходить интеграция или синхронизация, если доп. Образования и автоматически добавится в школьный модуль и в карточку ребенка, ведь ребенок в доп. Образовании. И это мы увидим также в достижениях. Есть дети в АДО, которые, допустим, в школе не учатся, но они тоже талантливые, там и посещают. У них АДО карточки редактируемые. Разговор про тех детей, которые учатся в школе и имеют достижения в АДО. А у них, кто должен в карточке все отобразится, то же самое, что в школьной карточке. Когда АДО заполнит, в школьной карточке все отобразится, да? Нет, наоборот. Школу заполнит куратор. Куратор откуда? Куратор может быть и в АДО? Если куратор из АДО, то куратор там заполняет. И школа это увидит? И школа увидит, да. Если куратор школы? Ну, тогда АДО, наверное, не увидит. АДО будет видеть свои только там мероприятия. Если этот ребенок у них в АДО, он же в АДО откуда попадает? Из школы. Школы, да. У него там карточка такая же, как в школе. И та же самая карточка. Так, и еще один такой вопрос. Ученик сам может себя там редактировать, свои мероприятия? В текущей версии, да. А как это потом, над этим сейчас думают. Разрешать ему, не разрешать, может убрать это право. Пока может. Ну вот еще тут задан вопрос. Правильнее, чтобы он редактировал или нет? Ну, наверное, все-таки пусть куратор это делает. Мне как-то тоже так кажется, потому что он там наредактирует. Да, значит, ребенок имеет достижения в спорте выше школьного уровня. Куратор школы не знает об этих достижениях. Ну, наверное, здесь я не знаю. Во-первых, спортивные школы сейчас у нас вошли в систему. Она в АДО, значит, у него куратором будет человек, который в АДО. Да, который будет в АДО. И второй вопрос, наверное, тогда ребенок, если пока у него есть возможность редактировать, сам это добавит. И третий вариант это принести все-таки куратору школьному свои грамоты. Да, Нет, если это куратор школьный, то он должен быть осведомлен о всех мероприятиях. Он видит все мероприятия регионального уровня, как он не знает, и участников видит. Но иногда случается так, что дети в спортивных школах где-то там занимают какие-то места, школа может об этом. Тогда у него другой куратор, и тот куратор, кто ему назначен куратором, он его достижения внесет, и школа это увидит в его карточку. Значит, еще вопрос там был, можно ли все это выгружать в Excel отчеты? Да, конечно, отчеты все в Excel можно выгружать. Значит, еще вопрос был, одной из участниц. Мы сдаем отчет каждый день по одаренным детям, и в этих отчетах отражаются в том числе и дистанционные конкурсы, олимпиады. Там есть возможность назначить дистанционные всякие. Там форма участия есть для каждого. Нет, здесь к тому, что вот я говорю, что там, как правило, участвуют дети массово, и очень сложно будет добавлять по одному ребенку. То есть надо, это мы сейчас разработчики. То есть потребность все-таки такая есть, да, массово? Да. То есть из класса, чтобы галочки раз поставить и добавить. Да, хорошая идея. Так же, как в ОДО добавляют детей из школы. То есть класс,
Галочки поставили, добавили. Коллеги, еще вопросы? Сейчас в закладочке вопросы еще посмотрю вопросы. Марин, ты тоже можешь зайти в закладочку вопросов. Там 3 первых вопроса я уже как бы озвучил. Может быть ли много кураторов сразу в школе? Ну, конечно, Может, да. конечно. Ну вот про много человек, которые вот это понятно, да. Предполагается ли в доп. Образовании? Да, предполагается. Одаренные дети – это модуль для организации доп. Образования и школьного модуля. Много кураторов может, если возможность экспорта в Excel есть. Ну, мы про отчеты, наверное, имеется в виду, да? Если возможность экспорта в Excel. Наверное, отчеты. Да. Отчеты, да, есть. Значит, смотрите еще какая проблема. У нас, в общем-то, это персональные данные, а вот к модулю одаренный ребенок, там, где мероприятие, там доступ с любого будет компьютера или только защищенных компьютеров? Наверное, с любого. А то что, тут ничего секретного нет. Ну вот в карточку ребенка мы можем зайти только с компьютера защищенного Нет, Витнета. там результаты участия добавляются не в карточки ребенка, а как раз они, вот если из интерфейса координатора, да, из мероприятия, там участники, и там можно добавлять оттуда. Я не думаю, что это должно быть защищено, это же мероприятие, наоборот, о них как можно больше людей должны знать. А победители там только указывается фамилия, имя и результат участия, что он призер. Это, наверное, не нарушение закона о персональных данных. С какого периода система введена во всех школах? Это я не знаю. У вас уже есть? Значит, у нас пока 3 учреждения, согласно приказу Министерства образования, участвуют в апробации. 3 инновационных учреждения, 2 школы и одно учреждение доп. Образования. Но поскольку мы сейчас прошли обучение, и те школы, которые участвовали, я думаю, могут начинать уже работать, поскольку пока обязаловки нет, но я думаю, будет приказ в январе, как обычно, по работе в ГИСЭО, и там уже будет в обязательном порядке приказано этот модуль заполнять, тем более, значит, отчеты по этому модулю идут. Поэтому всем участникам, кто участвует, если нет руководителей, заучей или директоров сегодня на вебинаре, если их нет, я прошу ответственным там, или кто участвовал передать, что можно начинать готовиться. В первую очередь положение, наверное, должно быть. Второе – это приказы о назначении ответственных. И можно начинать работать потихонечку. Или хотя бы пока в пилотном режиме, там на одном классе на каком-то. Нет, но все-таки вот с признаком одаренный ребенок надо все-таки проконсультироваться, поискать какие-то в документах. Потому что я не думаю, что все дети, которые участвуют в Олимпиадах, они являются одаренными детьми. Наверняка нет. Видите, был вопрос, видать, человек работает, то, что в отчете они заполняют все, и в том числе участие в различных дистанционных олимпиадах. Поэтому вполне возможно, что... Ну, не знаю. Если у них все одаренные дети, то... Коллеги, еще вопросы? Значит, вопрос был, с какого периода эта система введена во всех школах. Этот модуль появился в обновленной версии 4.0. Вот буквально в начале декабря, когда обновилась система. И еще раз говорю, что пока обязаловки нет, но, скорее всего, приказом министерства школам будет предписано или приказано этот модуль вести. Но начинать все равно управление образования, они должны список мероприятий составить. Ну да, конечно, начинать надо с управления образованием, но в принципе школы могут свои, там школьные, есть. Хорошо, еще вопросы? Коллеги, если будут еще вопросы, система еще останется некоторое время, минут 5-7 в работе, можете задать эти вопросы. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. По поводу Арисма, скорее всего, модуль из Арисма будет убран, и он будет как раз в ГИСЭО. Этот модуль будет в ГИСЭО, в Арисме его, скорее всего, заполнять не надо будет. Спасибо, да, Марина Викторовна. До свидания. До новых встреч. Всего доброго. Всех с наступающим Новым годом. Да, с праздником.
и удачного 2018 года. Плодотворной работы всем.